Валейкум ассалам. Кавказ. Гушем Хырвацерсо. Сейчас, секунду. Валейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Так, что-то видимость плохая. Видимость плохая. Ждем эфир, да, подождем чуть-чуть. Освободилось. Вообще интересное место покажу. Валейкум ассалам. Это опять я был. Сейчас, секунду. Василий Голубев, да. Валейкум салам. Освободилось. Так. Темнота друг человека, да? Темнота друг волков. Масса бус алкоголь, лаалаш. Так. Я, наверное, плохо будет слышно сейчас. Там вообще темнота, его. Короче, тоже приветствую. А как тут света мало вообще. Я просто остановился здесь, чтобы показать интересную вещь. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую вас. Я в Норвегии, в Осло. Вот. Сейчас переключу камеру. Покажу. Вот. Ходим здесь. Ночь, Осло. Так. Я иду такой в темноте. Короче, я Путина нашел. Путина. Когда он будет в таком состоянии, не будет Кадырова и его пути. Видно, нет. Почему-то она у меня пока не переключается. Вот. Если это будет Путин, вот так лежать, не будет и других моментов идут в историю предателей, лицемеров и мунафиков. Такие дела. Когда уйдет кремлевский режим во главе с Путиным. Дела. Вот что я хотел показать. Это Норвегия, Осло. Кадыров, а папа вон, Развивается Глажон, Владимир. Судья выделил. Короче, вот такие дела. Решил здесь остановиться, показать. Так, валейкум ассалам. Это Осло, это Норвегия. Так, переверну я камеру лучше. Почему мне говорить ротейт?
Амин не Аллах, амин. Аллах. Это был. Аллах. Барца был вы. Из-за ветра плохо слышно, да? Да, тут ветер у нас. Ветер. Ветер. Я в этой технике особо не разбираюсь. Но почему-то эта вещь мне говорит: поверните девайс. Я его поворачиваю. И вот так поверну. Все равно говорит. Анзор, главное, смотри, чтобы тот, с кем фото выложил. Сяду я в машину. Когда я того чудика снимал, видно было? Кавказ. Когда я Владимира снимал. Кавказ, Кавказ. Хорошо. Хорошо. Ладно, просто я не понимаю эту камеру, почему. Сейчас видно? Хорошо. Ну вот, у меня просто сообщение наоборот идет. Я вот что хотел сказать. Вчера так особо у меня не получилось во время митинга, этого мероприятия, так включить эфир, пообщаться с вами. Вот. Вчера мы собрались, вы видели, там куски видео я выложил, показать, что мы есть, что мы будем, и то, что они сегодня творят над простым народом, тем более над женщинами, это просто так не останется. Не то, что мы, Аллах это видит, и им придется ответить перед Аллахом за все свои деяния. И вот эти мерзкие выходки, эти преступления, вот, им придется это сделать. Вот. И был рад, что собралось столько людей. Да, это очень, мало, но по-любому больше, чем раньше. Больше, чем раньше. Но это показывает, еще раз доказывает, что люди все-таки встают уже. Это то, что не нравится этому преступному режиму. Не нравится. Были не только чеченцы, были там наши братья-ингуши и другие люди с других стран, вот, даже с Норвегии были люди. Перевернуть так. Так видно, да? Я не знаю, почему у меня камера это самая. Ну вот, такие дела. Или мне еще раз повторить сказанное. Повернул, повернул. Хорошо. Я просто удивился, не знаю почему. Ну вот такие дела. Вчера был митинг, люди вышли. Мы показали, что мы есть, что мы будем, что показали свое недовольство этим
мерзким выходкам так называемых этих кадыровцев, этих преступников, этих террористов, которых скормил Путин. И людей было все-таки больше, чем раньше. Да, раньше действительно меньше выходило людей, а сейчас уже люди просыпаются и говорят, вот высказывают уже как есть вещи. Нам это надо делать. Нам всем это надо делать. Нам всем надо проснуться. Нам нельзя позволять этим террористам терроризировать наш народ. Как бы это помягче сказать, наши отцы, наши деды, наши прадеды были другими. Они бы не позволили бы многих вещей, которые вытворяют вот эти террористы, эти мерзавцы. Вот. Иншаллах, Аллах видит, и перед Аллахом им придется, каждому придется, даже за сказанное слово, и за свои деяния ответить перед ним придется. Это, я скажу прямо, это безбожники. Это безбожники, которые не боятся вот этой кары Всевышнего и вот вытворяют вот эти мерзкие преступления, поступки, не боясь Всевышнего. Сегодня есть такие вот высказывания, моменты, что вот они перешли границу. Они ее давным-давно перешли. Они ее перешли сразу. И этим был доволен Путин. И поэтому Путин дает такие огромные средства, деньги, позволяет все, как говорится, дает зеленый свет на любые преступления. Чтобы там не вытворил этот лопух, ему это все позволяется. И он дает ему эту соску, чтобы он сосал эту соску, деньги, вот, и скормил его, этого лопуха. И что вот такие дела. Что бы они там не делали, вот они даже если перевернутся, вот так возьмут и перевернутся, им нас не напугать, не испугать, только смерть нас остановит. Будем говорить как есть, будем говорить прямо. Тут и выдумывать ничего не надо. Вот. Будем говорить про их преступления. И, как всегда, повторюсь, я никогда никого там к чему-то не призываю и не хочу призывать. Не хочу. Но по-любому мы должны очнуться, показать, что мы есть. Что мы есть. Этот Кадыров, это на чеченском так складно, красиво звучит. У нас говорят, если его расплавить и залить его форму, то даже после этого из него ничего не получится. Такого героя не получится. Лалавин юга чихерватсуна, цахум хряц. Ищена хатсун, ша есть хумюй, ша есть хумья, цари, ша стег хумьяла хари, тавани хумшцу лилурдацер. It's бюх, it's басавона, it's хаки басавона, и хумш лилвашвуе, и хумш лилвашвуе. نخسی تقید دیازی و زودش سی باشش تقمیلش دیاشه ایلی لیتمیریت دیاشه عشوی تیگه عشو تاق حقونی بنیات نان حقونی بنیات یشیت نه خام بویش نه نش محیز بی دکت اخ موال دک حیر موال دیتر مدرسه دوسر مدرسه اس ایلی یلده سونا دوسر مدرسه Elhamdülillah, et büyük çumne hak tevelle. Elhamdülillah, duk nakta hak belle. Ya haklur bat. Der bat, elhamdülillah, et ihumş, taliyelina, et humş hak tevelle.
Я тут извиняюсь на своем испанском. Вот такие вот дела. Один на один. Вот когда ты написал, вот сейчас я мне просто Джахар Дудаев, ты пишешь про один на один. Ну, смотри, то, что я вспомнил, вот именно когда ты прочитал я твое сообщение, я вспомнил такую картину. Военная база, ее окружают вот эти предатели, эти террористы, скормленные Путиным. И у ворот стоят женщины. Женщины с фотографиями своих сыновей, которых похитили российские оккупанты. А вот эти чеченоговорящие, эти преступники Путина, стреляют по ним, по головам и разогнали этих женщин. Разогнали этих женщин. Вот там они герои. Вот в таких местах они показывают мужество. Да, вот, валлахи, у меня такая, в голове сидит такая мысль, я сейчас ее скажу, вот после вот этих последних событий, как они начали захватывать в заложники родственников чеченских активистов, у меня была такая мысль, первая мысль, скажем так, я слышу от людей, от простых людей, и вы тоже, я уверен, вы тоже это слышали, если бы наши амиры, командиры были бы живы, ну, назовем вот так пару человек, скажем, Ахмед Авдарханов, его видео здесь я выкладывал, или братья Мускиевы и другие наши братья, Аллах Газут Обал Дельцер, если бы, и люди говорят сегодня, если бы они сегодня были бы живы, они бы не вытворяли бы такое. Вот такую вот границу они бы не перешли бы. Они боялись бы их. Они всегда боялись их. Вот. Потому что они их наказывали. А сегодня, видя, что нету такого сопротивления, то они ведут себя спокойно, думая, что у них это все пройдет, и никто к ответу их не призовет. Призовут. Иншаллах призовут. И вот простые люди сегодня говорят, были бы они живы сегодня. Вот такие дела. Извините, я тут по теме говорил и не читал пока комментарии. Сейчас я просто пройдусь. Да, Сармат, я призываю, единственное, к чему я призываю, к спокойствию, чтобы даже словом, даже своим мыслью не быть этими мерзкими существами, этими лопухами, я скажу так, не быть похожими на них даже в этом, даже мыслями. Я ничего плохого вот такого как бы не желаю. Я им смерти даже не желаю. Не желаю. Все решится по воле Аллаха. Аллах покажет свою справедливость, и им придется ответить. Хасан Халитов. Валикум салам, Саваш. Маршуол. Хасан Халитов пишет: Анзор, просим Аллаха укрепить тебя. Массо вай шаверга вай вежри ежри чохас хитер хочуэла. Хасан, я слежу за событиями и то, что вот эти мерзавцы вытворяют, но Аллах сила. Мы есть для тебя как братья.
Так, щак дамовал, все будет хорошо, иншаллах, им придется ответить, иншаллах. Асан продолжил, иншаллах. Так, валейкум салам, Муаджир. Анзор, не хотите ли вы с Тумсо и Исламом полететь в Турцию и сделать совместный эфир с Хасаном? Ну, я сейчас, даже если бы летел бы, пока не говорил бы это, ну, ничего такого запланированного нету. Но мы появимся там, где нас не ожидали. Вот такие мы. Вот такие мы. Мы можем появиться везде. У нас нет охраны, у нас тут нет войск. И ничего мы не боимся, кроме Аллаха. Сейчас. Фиддис, да, слабо приехать в Россию. Знаешь, извини меня, человек, мне просто даже не хочется туда ехать. Мне принципиально не хочется. Ну, считаю, у меня даже и в мыслях вот нету такого туда поехать. И гражданство этой страны я не хочу. И как-то даже связываться с этой страной, страна, которая убивала мой народ, даже вот про свое личное я скажу и извиняюсь, что так выставляю свое личное, но я не выставляю это. Отец, мой родной отец, которого убила Россия, сегодня не выдает мне, чтобы его похоронить по-человечески. Как того требует наша религия и как того требуют наши чеченские законы. И даже вот это мне не позволит, вот, чтобы у меня появилось такое хотение поехать в Россию. Ну, не хочу я, не хочу. Я желаю России, русскому народу, русским желаю мира, чтобы у них вот, ну, наконец появилось вот это спокойствие, стабильность. Я им это желаю. Когда у них будет все спокойно, у нас тоже будет спокойно. Я надеюсь, что у вас появится, когда вот, хотя бы сейчас, вот, такое руководство, которое будет думать о своем народе, а также о своих соседях. Вот такое у меня мнение. Брат Наиб, Аллах рейсур саваш, амин не Аллах, дал бакуат туол юэль, тюэлэрю иншаллах, иншаллах. Аллах рейсур. Андрю Филлипс, ты спрашиваешь, Анзор, они его вообще где-то похоронили? Я так скажу, я и раньше в своем эфире говорил, что у меня есть информация, что тело его сожжено вот путинскими террористами. Вот какой у нас враг. Вот кому служат вот эти пешки этим вооружам.
Black Santa, wa alaikum assalam, savaş. Дейler салам маршал хвил, ты пишешь салам маршал дуан зор знаменский. Цигадиш Мадешес учился в школе в этом селе. Вот. Ларису. Дудаевцы. Даже если Путина не станет, русские все равно будут искать другого царя. Ну, помните те времена, когда вот при Ельцине мы говорили, когда у нас шла война, когда нас убивали, мы говорили, вот, когда не будет Ельцина, будет все хорошо. Ну, нам вот история вот показала, что когда не стало Ельцина, пришел вот этот рогатый. Вот. И если его не будет, то я не знаю, придет ли нормальный или еще хуже придет. Все возможно, все возможно. Если бы... Я считаю, что русские сами должны решать. Народ должен решать, они за них должны решать. Неужели им это не надоело, когда вот их воруют, они живут в нищете, живут, люди оттуда уезжают, миллионами уезжают. Там даже просто в Германии их очень много. Миллионы русских. Не из-за вот сладкой жизни в России они уезжают в другие страны. Они эту сладкую жизнь ищут в других странах. Потому что Путин, да, он говорит, там Россия встает с колен там, и так далее. Вот сколько лет он говорит-то? 20 лет. Ну, в общем говоря. Кавказ. Ты как напишешь? Вот. Навальный придет. А ты знаешь, что Навальный сделает? Каким он будет? Я не знаю, например. Я не знаю. Ольга Тайм, Анзор, там остались люди с промытыми ТВ-мозгами. Вот именно с промытыми мозгами, зомбированные вот такие. Я много раз общался с русскими, именно с русскими. И после нашего общения они вот так удивляются еще, а оказывается, вы нормальные люди. А меня это оскорбляет, к примеру, я так это прямо и говорил. Вы думали, что мы ненормальные? Вот. И еще один момент. Я просто сейчас тут остановился, да, вот хотел показать это чучело, чучело Кадырова. И такая мысль была, чтобы сказать такое. Вот после наших встреч вы в курсе, вы видели мою встречу с исламом. Вы его знаете как мысли ислама, с нашим братом. А также вчерашняя встреча с Тумсо Абдурахмановым. И даже когда мы выставили фотографии или там видеоматериалы, или когда сделали совместный эфир, вот что их задевает. Этих бандюганов, этих упырей, что мы так можем спокойно сесть, обсуждать вещи, что у нас нет какой-то неприязни, может быть, есть какие-то разногласия, но мы относимся друг к другу как братья. Вот. И сколько бы там ни пытались люди, которые вот, перешли на ту сторону, на вот эту российско-кадыровскую сторону, сколько бы они ни пытались нас рассорить, там,
они много сплетничали, много раз пытались нас рассорить всех, вот таких активистов, но у них это не получилось. И поэтому после вот таких публикаций там у них появляются вот эти сопли, сопляжуйство, это нытье, вот они там это и так далее, и так далее. Встретились, там это говорили, потом оскорбления у них идут. Ну, им это не нравится. Им это не нравится. Поэтому представьте себе, если среди нашего народа, у нас в народе будет еще больше единства. Вот тогда мы сила. И никакой ни Кадыров, ни Путин, ни им подобные не сила. На самом деле, ну, это все знают. Раздули такое Кадыров, Ахмад сила. Извиняюсь. Вот такие вот дела. Так, тут у меня Исмаил Ацаев. Валлахи, если они сожгли тело Аслана Масхадова, то мы сожжем тело их него из мавзолея. Да, Ленин. Зачем он нам нужен вообще? Он им самим даже не нужен. Это я говорю из той информации, которая ко мне поступила, мне так передали, что тело Аслана Масхадова они сожгли. Я могу поверить в это. Могу поверить по двум причинам. Вот. Первая причина, конечно, их варварство. Мы знаем, кто убивал нас, то есть насколько у них это варварство есть, что нет у них такого человеческого лица, ничего человеческого. Мы знаем, что они вытворяли на нашей земле с нашим народом. Вот. И второе, важный момент. Сколько пуль, сколько ранений было в теле Аслана Масхадова. Вот. Там было 5 пуль. 5 пуль. Вот что они хотят скрыть. Это в первую очередь. Салман, Кавказ, валикум салам. Алхамдулилlah, все хорошо. Мать тоже со мной. Я тоже все хорошо, алхамдулилlah. Делишь саламашула. Ракала, брат. Анастасия, больно вас слушать. Родилась и выросла в Кизляре. В классе было много национальностей, и чеченцы тоже были. Дружные мы были. Жаль, что политики травят народы. Бояре дерутся, у холопов чубы летят. Ну да, пока нас всех не перессорили, у нас все было нормально. Мы жили нормально, никаких проблем не было. Но когда пришли вот эти горе политики, и когда всех нас рассорили, вот, начали войны между собой, это они виноваты, эти политики, которые хотят сохранить власть или заработать на этом деньги, вот они виноваты. Мы этой войны не хотели, мы призывали всегда к миру. И сейчас мы даже после всего, что натворила Россия у нас на земле, мы желаем только мира всем желаем, в том числе и России.
Бек Борзоев, валикум салам, брат. Анзор, а как похоронили Джохара Дудаева? Кто-нибудь знает, где он похоронен? Да, знают, родственники знают. Так что Джохар Дудаев, наш первый президент, он похоронен, и родственники знают, где он похоронен. Аллах азат кобыл дольсын. Данте, Анзор, правда ли, что российские оккупанты привязывали к танкам с обоих сторон и тянули? Да, есть такое. БТРы, я помню случаи. Я также помню случаи, когда сбрасывали с вертолетов живых чеченцев сбрасывали с вертолетов. Или привязывали к военной технике, таскали. Сейчас у меня тут свет выключился. Такие тоже случаи были. То есть это правда. Абу Вахид. Да, казах, Анзора, салам алейкум. Вопрос, вы сфоткались шейхом Хамзатом? Да, я один раз его видел, поговорил. Так. Данте, Анзор, как ты думаешь, скоро ли освободится Чеченская Республика? Ну, я, конечно, не могу ответить на этот вопрос. Лишь Аллах знает, что будет завтра, что будет через час, что будет через год. Вот. Так что я ответить на этот вопрос не могу. Но надеюсь, что наступит стабильность, наступит мир. И вот этот режим исчезнет. И что люди смогут вот так спокойно вздохнуть наконец. Адольф Аларесхуэл. При инаугурациях Кафырова вся команда встает, прыгает и блеет Ахмад Слива. Но московские чиновники при этом ни один не встал, не уважает или... Да, они прекрасно знают, кто они на самом деле. С предателями даже их хозяева никогда не считались. Никогда в истории. Никогда. Они прекрасно знают, что они представляют из себя. Маркович Виктор, валикум салам. Как думаете, если бы западные демократы признали в свое время независимость Ичкерии, то чеченцы строили бы модель светского государства по модели Турции или Азербайджана? Ну, я так коротко скажу, что мы хотели построить наше чеченское государство, не копируя там у кого-то свое государство. Вот.
Я тут посередине дороги стою, поэтому машины разъезжают тут. Не мешаю ли я им? Так. Про Буданова написали. Ну, Кадыровы сделали все, чтобы... Я поставлю так вместе в один ряд этого Буданова и этого Кадырова, потому что это они строили вот этот путь, как они называют его, свой путь, этот мерзкий путь предателей, строили этот режим и Кадыров, и Буданов, и Куликов, и Грачев, там все эти. Все эти предатели. А что? Валейкум салам. Ты пишешь, Сергей Сидров, да, Анзор, пехотинцам не нравится тот факт, что вы объединились как один, и это заметно. Ну, когда вот это у них сопляжуйство пошло, то мы увидели, как они занервничали, как стали ныть. Там еще мы ждем их реакцию, посмотрим, что скажут. Вот именно это то, что они не хотят и чего они боятся. Блэк Санта, Анзор, Русланбек, Дақал харықләтсін, хума хайяон, Алла ғазыт қобал дөлсін, масейра. Амин, я Аллах, амин. Алла ғазыт қобал дөлсін. Дерха, үш дұқчоқ тасабелер, цар дуахалуайыр, инца, кучо, шая момент, яйца, особо целарсон. Дуахалуайыр, цар. Дамалу бохши, дуахалуайыр, кадыру чу бохшиш. Лишь баян, те дай дамалу бохш. Вот. İşte. Так, yok. Доберется еще на бок. Ладно, декал больше. Данте, как можно с тобой связаться? Я могу устроить большой резонанс. Так. И очень большой минус для некоторых пехотинцев. Ну, я тут оставляю ссылку под каждым видео, где можно со мной связаться. Ну, это Facebook, Instagram. Вот. Джахар Дудаев, шарф
Шарф у меня. Ну, сейчас он далеко от меня. Поэтому посреди дороги остановился. Вот люди поэтому так разъезжают. Так, я, наверное, сейчас закончу эфир. Собрались, пришли тролли лопухи Кадырова. Лопуха. Э, Вот. А ну-ка, дочитаю. Владимир Туркин, верите ли вы, что когда-нибудь в Чечне что-нибудь поменяется? Конечно, поменяется. Все изменится, все будет хорошо. Хорошо, потому что все в руках Всевышнего. И я считаю, мы считаем, что Аллах просто пропускает нас как через сито, очищает нас, выделяет вот таких мерзавцев среди нас. Ну, скоро, иншаллах. Это своему лопуху, труболазу привет передавает. Вот один тролль зашел, чудик. Хашеф сегхумаятсон, зуд чалдоне. Шаид дает цари, свой хархум лила дидает царон. Петя, нехси дюцху, и нехсин тахидам юар бьюхум. شينغم شيم داتسون تاخلا داتسون تاخلا دات زدرشن تقيد شجع تو ياس هم قدنيان شوية يات تنو ولاوين يواتش تنو قونا خروات إيش شارع تقول قون خو شا دوس سخر دو مكش دول خمي مكش دوتسجي ناختصحيز بو تير نيخسيت اتسقيد أخوك شوفي ناس ونياز وشو دعوة يسجعت آلت هاي لبوخي ها سمو ديرنا يا دو قصون قيهم يوخشم شميت شو Тут один вопрос, Альпес. Как думаешь, кто из окружения Кадырова может быть хуже него? Знаешь, что все они одинаковые. Вот именно вот это окружение. Если бы они бы не были одинаковыми, как он, как этот преступник, то их не было бы с ним рядом. И даже вот когда смотришь на них, их форма одежды, их лица, вот все копируется друг у друга. И они похожи друг на друга своим поведением, даже речь, вот такая неграмотная речь, ни на чеченском, ни на русском языке. Русский они вообще не знают. Так, ну, чуть-чуть, наверное. Вообще неграмотные, ни в чем. Вот. И такое ощущение, что их откуда-то, где-то или клонировали, или там в инкубаторе их там такими создали. И, наверное, там Путин сидит и колдует, кодирует их там.
Шейтан база, шейтер чедук, кавея гацан. Так. Я сейчас дочитаю концовку и, наверное, уже поеду дальше. В гости должен поехать сейчас. Пригласили. О, Хамбиев зашел. Да, Хамбиев чемпион. Блогер Бинаевский. Сухаря блогер, шмабина. Ладно, мои братья и сестры, друзья, подписчики. Ну что, попрощаемся. Я хотела рассказать о вчерашнем митинге, о встрече с Тумсо, что вот такие встречи им не нравятся. Это бьет их по горбу этих так называемых кадыровцев, этих террористов, которые унижают, притесняют, убивают женщин, которые показывают над ними вот это мужество в кавычках. Вот. Иншаллах, скоро увидимся. Все будет хорошо, все изменится. Все уже меняется. Денис Немцов, да, я знал Арби Бараева. Я его знал с 93-4 года. Хорошо тогда. Еще раз прощаюсь. Аллах рейс хуй массана. Цажим активный хал. Цан хал дие что вы те отлуш то хума цан отлуш да свой массана отлуш то вы ма сер си تقيج يوحكي له خمش دال مولا دال حلقة جواب دل ديزل دوتسار إن شاء الله نقر دوتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.